Мартинская операция была. Наступление, да. Наступление очень неблагоприятным с той стороны. Я никогда не говорю с абхазской, да, врагов. Я говорю с той стороны. Значит, они разработали план. Конечно, этот план разработал Генштаб Российской Федерации. Значит, нечего сейчас скрывать, что через некоторое время этот план уже у нас лежал на столе. У нас были возможности, и все планы знали и получали. Понимаешь? Это мартовское наступление. Это мартовское наступление. Планировалось 4 марта, потом перенесли на 16. Я когда посмотрел, какие силы там были подключены, вот российские этот самый, там не только российские, там эти Северного Кавказа, там эти атаманы, там эти, сколько этих самых, там добровольцы, там с Приднестровья вооруженные, огромное количество. Наемники тоже. И наемники... Я извиняюсь, регулярная армия России тогдашняя. Присутствовала? Да. Конечно, присутствовала. Да? Основная ударная сила были армии. А кто самолеты, да 25 самолетов атаковали одновременно город. 25 летчиков у абхазцев не было. Ну, это понятно. Ну, Ешба был, да, слава богу, нормальный парень был, между прочим. Вот. И артиллерия, и там сейчас на эту передачу это не тот, но там целый этот самый, там такой огромный. И потеряли они очень много. Да. Понимаете? И это все, между прочим, дают интервью сами абхазцы. И сами абхазцы об этом говорят, как, что это. Но сам министр Абхазии, он говорит, что нас предали русские. Потому что откуда грузины знали, куда мы пойдем, как пойдем. Где мы будем находиться. Но то, что они воевали, и столько людей потеряли. После этого, между прочим, там были большие потери и так далее. И подписали перемирие. Шеварднадзе взял, полетел в Москву 15 мая. Между прочим, парламент Грузии принял решение, что войска, которые российские находятся в Абхазии, они все являются стороной конфликта. И они должны оттуда вывести. И вместо того, чтобы поставить вопрос о выводе этих войск, официально парламент Грузии принял 28 апреля.